300 или 500 рублей за номер в сутки. Такие шокирующие цифры в последние дни то и дело появляются на сайтах бронирования гостиниц и отелей республики. Пройти мимо столь щедрых предложений туристу крайне сложно. Но что стоит за этой невиданной щедростью? Эксперты объясняют причину резкого падения цен на старте сезона несколько. Главные из них – капризы погоды и жесткая конкуренция с зарубежными курортами. Как следствие, временное падение спроса. Были цены от 300 до 400, 600, 700 рублей. Да, такие цены были. Они были вчера, позавчера, сегодня и завтра есть еще такие цены. Но они делаются почему? Потому что май и апрель были в большой просадке. К сожалению, погодные условия, полетная программа, совокупности доллар в районе 70 рублей, конечно, таки сыграли свою роль на турпотоке. То есть турпоток снизился, было его перенаправление на другие направления зарубежные, допустим, как Турция, Египет, Вьетнам, безвизовый Китай, не забывайте. То есть была масса предложений, которые были выгоднее, более лучше, чем Абхазия. И когда турпоток снизился на Абхазию, конечно, таки из-за того, что спроса не было, некоторым туроператорам пришлось снизить свои цены. Как отмечает руководитель Абхазо-Российской туристической ассоциации Тараш Хутаба, сегодняшние низкие цены на номера не свидетельствуют о долгосрочном снижении прайса. Это стандартная бизнес-логика. Если отель реализовал 95 из 100 номеров по высокой цене, оставшиеся 5 штук продаются с дисконтом непосредственно перед датой заезда, чтобы не простаивать. Это стратегия, зависящая от обстоятельств. Плюс не забывайте о том, что, к сожалению, сейчас глубины продажи нету. Как мы общаемся с нашими российскими коллегами, так как глубины продажи нету, вынуждены многие, к сожалению, ставить такие цены. Но если углубиться в понятие демпинга, демпинг – это то понимание, когда ты снижаешь резко цену при хорошем спросе. Это делается для конкуренции. То есть, когда ты хочешь вытеснить с рынка своих конкурентов, либо для маркетинга. Но так как спроса не было, понимать демпинг в классическом его понимании нельзя. Уже сегодня стоимость проживания в простых номерах категорий стандарт и эконом в таких гостиницах, как Абхазия, Россия, Лазурный берег, Апсны или других составляет от 20 до 40 тысяч рублей на двоих за неделю без учета перелета и трансфера. В среднем сутки в номере обходится от 3000 рублей. Судить по одному дню, особенно, допустим, если сегодня 2 число, и вы будете на 2 июня смотреть, да, цена, возможно, будет маленькая. Но если смотреть со 2 июня, допустим, по 6 июня, с 3 по 7 июня, то цена будет довольно-таки адекватная, она будет в районе 2-3 тысяч за сутки. В периоды низкого спроса некоторые ательеры принимают решение консервации номерного фонда. Это вынужденная мера, позволяющая избежать резкого снижения цен и сохранить позиционирование объекта. Однако подобная стратегия сопряжена с определенными рисками. Консервация тоже имеет свои плюсы и минусы. То есть, если ты не обременен какими-либо договорами, контрактами, то консервация еще выгодна. Но открытие после консервации, всегда, конечно, таки очень финансово тяжко. Открытие после консервации. Но так как у тебя есть обязательства и договора, потому что каждый туроператор, который взял в жесткую квоту какой-либо объект, он платит абсолютно всю сумму от начала сезона, то есть в низкий сезон, до пика его. То есть за весь год все эти гостиницы и номера проплачены не за 300 рублей, не за 400 рублей, они проплачены от 3 до 6 тысяч рублей за номер. То есть ательер обязан держать свой отель. Ательер не продает за эту цену. В минус уходит только туроператор из-за того, что спроса не было. Сегодня предложение на туристическом рынке превышает спрос. Конкуренция внутри страны растет пропорционально вводу новых отелей. Дополнительное давление оказывает внешняя конкуренция. Другие страны предлагают более гибкие и привлекательные условия для отдыха. Сейчас предложений больше, чем спроса. То есть, говорить о чем-либо преждевременно нельзя. У нас предложение с каждым годом становится все больше и больше, и конкуренция увеличивается.
Плюс мы не конкурентоспособны с нашими соседями, к сожалению, с той же Турцией, с тем же Вьетнамом, Египтом. Если вы посмотрите данные ТОР, то есть там будет увеличение процентное по направлениям, и одним из таких резких увеличений было направление Вьетнама, Таиланда, Турции. Абхазия тоже вошла в этот список, но она не держит топовые позиции по сравнению с этими странами. Прогнозировать, какими будут цены на долгосрочную перспективу, эксперты не решаются. Слишком много переменных, от геополитической обстановки до банального прогноза погоды. По какому сценарию пойдет рынок, покажет только время и обстоятельства. Гугу Савардания, Заур Лиев, Абхазское телевидение.